О самых заметных событиях пятницы 3 июня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Зимовка без газа. Жители микрорайона Тускул обратились в правительство с проблемой газификации, и вопрос сдвинулся с места. Кожаные сумки, кошельки, ремни и многое другое. Якутские изделия, не уступающие по качеству иностранным производителям. Как введенные санкции повлияли на производство. Такие разные мы. Фестиваль современного искусства «Территория Якутск» набирает обороты. Первый спектакль увидели зрители на сцене театра оперы и балета. День эколога и Всемирный день окружающей среды в Южной Якутии отмечают с размахом. Особенно приобщают школьников и студентов. Громкая премьера. Якутский фильм «Джулур Масс-рестлинг» впервые показали в Московском доме кино. 6 парашютистов вылетели на тушение пожара в Ленском районе, а с начала пожароопасного сезона в Якутии зафиксировали 17 возгораний. Все пожары потушены, кроме одного в Ленском районе на границе с Иркутской областью. На его тушение вылетели 6 парашютистов, об этом сообщает оперштаб. Ранее сообщалось, что огонь населенным пунктам угрозы не несет. Хотели тушение прекратить, однако решение изменили. Кроме того, обнаружены 3 термоточки в Тампонском и Аймеконском районах. Туда вылетели самолеты. Оперштаб отмечает, что в целом обстановка стабильная, но в ряде районов повышается класс пожарной опасности. Тем временем из Иркутска в Якутск прибыли 50 парашютистов-десантников авиалесоохраны. Напомним, что 28 мая огнеборцы отправились на помощь в тушении лесных пожаров в город Нижнеудинск. 30 мая пожар был локализован на площади 1200 гектаров, а 1 июня успешно ликвидирован. Со всех регионов съехались около 200 десантников. Из Якутии на помощь отправились специалисты из Горного, Амгинского и Вилюйского районов. Все равно будет иметь место быть, потому что там труднодоступные места, горы, скалистая местность и численность людей решала большую роль. Ребята показали себя очень хорошо, профессионально, соблюдались строго все меры техники безопасности. Замечаний-то как таковых нету, все выполнено в срок. Путь на Магадан. В общественном центре провели конференцию с таким названием. Так, проект строительства железнодорожной магистрали Якутск-Магадан стал принимать конкретные очертания. На конференции обсудили оптимальные пути реализации проекта. Строительство ЖД-линии до Магаданской области даст дополнительные возможности для развития экономического потенциала Якутии и всего Дальнего Востока, говорят участники конференции. Сегодня Институтом экономики и развития транспорта по заказу РЖД подготовлено обоснование инвестиций, выбраны трассировки, определены технико-экономические показатели. И сегодня, соответственно, мы более детально изучаем практические вопросы реализации этого проекта, в том числе его механизм. В целом, дорога на Магадан, как показывает практика, соответственно, в любом случае, будет влиять и повлияет на возможности реализации новых инвестиционных проектов, на развитие минерально-сырьевой базы, вовлечение его в экономику. На каскаде Вилюйских ГЭС Якутскэнерго начались судоходные сбросы воды из Вилюйского водохранилища. Воду сбрасывают ежегодно, обычно в июне, чтобы обеспечить судоходность реки Вилюй. Решение об объемах и продолжительности сброса принимает Ленское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Исходят из развития гидрологических условий Вилюйского водохранилища и навигационной обстановки. А в селе Новая Мурья Ленского района открыли водоочистную станцию. Новая блочно-модульная станция будет снабжать жителей села чистой питьевой водой. Подробнее Светлана Балеева. В селе Новая Мурья, как и во многих других небольших наследках Ленского района, долгие годы стояла проблема наличия чистой воды. Жительница села И.С. Спиридонова рассказывает, что летом воду они набирали с родника. В зимний период ее доставляли из города. И та, и другая не были пригодны для питья. Летом у нас подвозят частные тракторами воду с родника, получается. Она намного, конечно, лучше, чем из города, который нам привозят. Но тоже
конечно, честь требует очистительных сооружений. Теперь все будет по-другому для питьевой воды, чистая вода. Но для огорода, конечно, будут также из родника брать, а вот питьевая вода, честно, все население будет пользоваться бочной станцией. Событие для мурьинцев значимое. На открытии собрались все жители села. Приехали представители с районной администрации и глава района. После торжественной церемонии перерезания красной ленты гостям предложили продегустировать очищенную воду. На вкус чувствуется, что оно вот когда фильтруешь воду в обычных фильтрах, она безвкусная. А здесь оно не теряет своего вкуса, она чистая, холодная, без запаха. Программа «Чистая вода» начала действовать в районе с прошлого года. Ее инициатором стал Жумарт Абельманов. Главная задача этой программы – обеспечение жителей всех поселений чистой водой. Для этого в районе строятся водочистные станции. В прошлом году они были запущены в 3 поселениях – Чемча, Артанахара и Бичинча. В этом году строительство станции запланировано еще в 6 поселениях. Все крупные поселки 100% охватили уже, они в установке заработали. Сегодняшний день остаются у нас такие крупные поселки, как Пеледу и Витим и Талон. В поселках Пеледу и Витим мы должны отработать именно теплоэнергия, регулирующими компаниями. В тех поселках такие установки, они малоэффективные. Поэтому сейчас осталось у нас в районе 2 поселка, которые мы должны отработать в этом году. Мы эту программу уже будем решать, как эту программу внедрить в этих 2 больших поселках. В день станция будет выпускать 2 куба воды, поэтому приобрести ее сельчане смогут столько, сколько им требуется. Литр каждому обойдется в 1 рубль. Этих денег хватает для, скажем, содержания вот этой очистной станции, содержания операторов, и на закупку фильтров и оплату электроэнергии. Они эти установки в 3 поселках отработали и летний, и зимний период, показали свою эффективность, и проблем с ними никаких нету. Люди довольны. После торжественного открытия станции глава пообщался с жителями села, выслушал их проблемы и ответил на волнующие вопросы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На переправе Нижний Бестях-Якутск с понедельника будут работать 14 паромов. Об этом сообщил премьер региона Андрей Тарасенко. На данной переправе сейчас работают 9 паромов и 4 причала. Ранее из-за высокой воды накопители были потоплены, поэтому машины выстраивались вдоль дороги. Сегодня 2-й день, как эта работа нормализована, но еще не в полную мощь. Премьер-министр отметил, что принято решение оказать помощь в приемке паромов. Для безопасности граждан на переправе со стороны Нижнего Бестяха отделение ГИБДД по Мегино-Кангаласскому району проводит мониторинг по необходимости для регулирования движения транспортных средств, въезжающих на переправу, устанавливают временные посты. Со стороны Якутска сегодняшнего вечера накопитель уже начнет работу в полную мощь. Здесь ГИБДД также регулирует движение транспорта. Доброй традицией в Южной Якутии стало проведение Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды. Это профессиональные праздники не только тех, кто работает в сфере экологии, но и всех неравнодушных активистов. В Нерюнгри прошли экологические акции для школьников и студентов. 5 июня в России ежегодно отмечается День эколога. В эту же дату установлено еще одно торжество – Всемирный день окружающей среды. Интересно, но в году очень много экологических праздников, и они начинаются 15 апреля с Дня экологических знаний. Далее следуют даты, посвященные лесам, океану, климату, и своеобразная кульминация – День эколога. Одно из любимых мест отдыха нерюнгринцев – берег реки Чульман. К сожалению, не все отдыхающие убирают за собой мусор. Весной, когда сходит снег, проявляется все, что накопилось за долгое время. Нерюнгринские школьники присоединились к всероссийской акции «Чистый берег» и вышли с перчатками и мешками, чтобы привести в порядок территорию и убрать мусор. Детям прививается с самого детства учащимся, что вот именно принятие участия в таких мероприятиях и уже в дальнейшем экологическое воспитание. То есть ребенок уже не может себе позволить выбросить мусор где-то так просто. То есть всегда убирают. То есть это уже с годами это видно, потому что дети постоянно привлекаются к таким мероприятиям. К экологической акции подключились воспитанники Центра развития творчества детей и юношества и школьники. Участие добровольное, но желающих внести вклад в это благородное дело оказалось немало. Мы бы хотели призвать всех жителей города, чтобы они точно так же приобщились к этой акции, не мусорили, убирали за собой, чтобы
наш город и в целом страна была чище. Еще одна масштабная акция «Сад памяти» прошла в рамках национального проекта «Экология». Участниками уже стали все 85 регионов России и другие страны. Нерюнгринцы поддержали инициативу и высадили саженцы в память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Пару месяцев назад жители микрорайона Тускул обратились к первому вице-премьеру Кириллу Бычкову. Суть просьбы – пересмотреть сроки газификации. Первый зампред пообещал разобраться с проблемой, а сегодня лично приехал в микрорайон. Подробности в сюжете Александра Хавренко. Строительство индивидуальных жилых домов – одно из перспективных решений так называемого квартирного вопроса. Мы сейчас находимся в микрорайоне Тускул. Прекрасное место с прекрасными видами, с прекрасной природой. Рядом новая хорошая дорога. И люди хотят и готовы строить здесь свои дома, но есть одна проблема – нет газа. Те, кто уже построил дома в микрорайоне Тускул, вынуждены на зиму переезжать в городские квартиры. Без отопления перезимовать в доме невозможно. С этой проблемой активисты микрорайона обратились к заместителю председателя правительства республики Кириллу Бычкову. Для того, чтобы газифицировать микрорайон, необходимо протянуть чуть более 2,5 километров газовых сетей. На ближайшем обсуждении корректировки республиканского бюджета Министерство промышленности и геологии должно представить проектно-сметную документацию на проектные работы по газификации Тускул. Если затруднений не будет, то мы к концу следующего года выйдем с проектом уже из госэкспертизы, и можно будет начать строительство. После того, как будет построен этот участок, соответственно, будет уже вторым этапом проводиться газификация. Поэтому я думаю, что газификация этого населенного пункта, это где-то так реалистично будет 24-25 год. Изначально она стояла на 28-й, но мы посмотрели, что на 3 года, даже может на 4, кому-то удастся начать газифицировать. Самое главное для жильцов, чтобы к началу газификации дома были оформлены по всем правилам. Тогда газ к ним будет подведен за счет средств бюджета. Региональный оператор социальной газификации в Якутии уже начал подготовительные работы на участке. Уже рассчитана примерная стоимость распределительных сетей согласно количеству поступивших заявок. На сегодняшний день от жителей поступило 72 заявки и уже заключен 41 договор. Но и правительство, и газовики уверены, как только работы по строительству газовых сетей начнутся, желающих строиться на территории Тускул будет в разы больше. Порядка 1,5 миллиарда рублей, да, уже предусмотрено для решения газификации всех потребителей республики, да, и в этом году нам предстоят, как региональному оператору газификации, очень большое количество работ. Да, вы все видите, что в районе Покровского тракта началось устранение многолетней проблемы, да, отсутствия пропускной способности, так называемого дефицита, да, и во многих других районах города у нас начаты работы. По планам, в 2022 году под программу социальной газификации попадают порядка 2000 абонентов. Но региональный оператор уверен, этот план будет значительно перевыполнен. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Семинар для колледжей и техникумов по воспитанию студентов провели в Институте развития профобразования. В течение 2 дней руководители, педагоги, организаторы, кураторы групп слушали лекции о патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи. Также говорили об актуальных вопросах организации волонтерского движения, доп. Образования, в том числе спортивных клубов и театральных кружков. Федеральные эксперты студентам Якутии рассказали о всероссийском конкурсе «Большая перемена» нацпроекта образования. Данный конкурс дает школьникам и студентам очень большие возможности. Во-первых, это профориентация. Они в процессе понимают, кто они и чего они желают добиться, в каком направлении работать. Есть 12 очень больших направлений, в которых дети могут раскрыть свои потенциалы. Сейчас идет сбор заявок на следующий этап. И до 10 июня у всех школьников нашей республики и у студентов СПО есть возможность зарегистрироваться на сайте до 10 июня, чтобы принять активное участие в этом замечательном конкурсе. Фестиваль современного искусства «Территория Якутск» набирает обороты. Сегодня на сцене театра оперы и балета его торжественно открывают. В качестве первого спектакля якутскому зрителю представят музыкально-поэтическую постановку «Такие разные мы». Главные роли исполняют известные российские актеры Сергей Чунишвили и Евгения Добровольская. Ни один большой фестиваль искусства невозможно представить себе без именитых гостей. Хедлайнерами первого фестивального дня стали заслуженный артист России Сергей Чунишвили и народная артистка Евгения Добровольская. В качестве представления открытия фестиваля они выбрали не совсем привычный якутскому зрителю жанр.
в саунд-драму. Но фестиваль для того и проводится, чтобы открывать зрителям новые формы и жанры современного искусства. И мы уходим теперь уже и вправду навсегда. Ведь если может человек вернуться на место преступления, то туда, где был унижен, он прийти не сможет. Любая классика не может быть архаичной, она не может отдавать плесенью. Любая ситуация, которая правильно сформулирована, правильно существует, она будет жить всегда и вечно. Поэтому современное искусство со временем становится классикой. Театр – это живой организм, нет двух одинаковых спектаклей, даже если этот спектакль играется 300-600 раз. Это каждый раз единственное, уникальное зрелище, которое происходит только сегодня, здесь и сейчас. Не надо бояться экспериментов и чего-то нового в театральном искусстве. Главная задача творческого человека – достучаться до зрителя, используя для этого все возможные формы. Театр – это место творчества. И театр, конечно, место для экспериментов, естественно. Потому что каждый творец, если он имеет свою позицию, но высокохудожественную, не просто он выражает свое личное «я так вижу, я так хочу», а если он пытается… Театр – это, в принципе, симбиоз, это сочетание драматурга, актера и постановщика. И если все это складывается вместе, потому что театр – искусство коллективное. Фестиваль «Территория Якутск» продлится до 8 июня. В течение этого времени на различных площадках пройдут десятки представлений в различных жанрах и форматах. Успевайте купить билеты. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Кожаные сумки, кошельки, ремни и многое другое якутская компания «Морал» с 2015 года производит кожгалантерею, и она не уступает по качеству иностранным изготовителям. О том, как введенные санкции повлияли на компанию и откуда поставляет материалы для изделий, расскажет Светлана Амосова. Импортозамещение в деле. В семейной мастерской Алексея и Марьяны Федоровых царит рабочая и творческая атмосфера. Василиса Степанова работает здесь практически с ее основания, а начинала она с продавца-консультанта магазина. Мне очень нравится здесь работать. Особенно нравится делать индивидуальные заказы. Это очень интересно. И всю душу вкладываю. В дальнейшем, наверное, дальше развиваться и более сложные работы делать. То, что не получается, научиться. Мастерская в год выпускает 18 тысяч изделий, а в день в среднем около 70 штук. Все работы изготавливаются вручную, от прорисовывания эскизов до готового товара. В основном это мужские и женские сумки, кошельки, ключницы, блокноты, а также ремни с разными логотипами. Для поддержания высокого качества в цеху используют современное оборудование, которое ускоряет и облегчает деятельность мастеров. Благодаря такому ручному термопрессу на кожаные изделия накладывают клише с разными узорами. Вот, например, портмоне с гербом Якутии. По словам Алексея, все оборудование до начала пандемии и санкций он закупил из Китая. Цены на профессиональную технику и тогда были немаленькие. Ездил 2 раза в год и поэтапно привозил в Якутск. В этом плане все-таки Китай лучше ориентирован. У них и современные такие именно на кожгалантерейные изделия, то, что именно мастерской, они подходят. А вот натуральные материалы заказывают отечественные. Качество у них в разы лучше. На российской коже нет болячек и продается большими полотнами, что очень удобно для изготовления. От них практически ничего не остается. Все уйдет в производство. И еще в этом году мы для ремня купили в Беларуси партию. Очень хорошая кожа, несколько видов. По толщине у нас устраивает. Цены на натуральную кожу в конце прошлого года выросли на 15%. На стоимость товаров руководство компании не повышало. Если раньше они ориентировались только на рынок Якутии, то сейчас география в разы увеличилась. В мастерскую поступают заказы из многих городов России. Теперь о якутской мастерской знают по всей стране. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Якутск.
Ускорить подготовку к Эсэху Туймады и обновить все основные объекты поручил Айсен Николаев. Во время выездного совещания в Усть-Хатыне глава региона поставил задачу провести национальный праздник на самом высоком организационном уровне. В этом году впервые с начала пандемии Эсэх Туймады пройдет в традиционном формате. Мэр Якутска Евгений Григорьев и его зам Руслан Тимофеев доложили, что на площадках идут ремонтно-восстановительные работы. В том числе будет перенесена площадка обряда «Встреча солнца», построена сцена на театральной площадке. Также обновят указатели, деревянную трибуну на спортивной площадке. А дорожники рассказали, каким образом собираются организовать движение в праздничные дни. Но одним из основных мероприятий праздника станет чемпионат мира по масс-рестлингу. Он пройдет в Якутске с 21 по 27 июня. О подготовке к соревнованиям информацию Айсену Николаеву представил глава Минспорта Леонид Спиридонов. Предварительные поединки чемпионата мира по масс-рестлингу пройдут в Триумфе, а финальная часть в абсолютной весовой категории на спортплощадке Эсэха Туймады в Усть-Хатыне. На 2 июня свое участие в чемпионате подтвердили 230 спортсменов из 44 стран. Для освещения событий чемпионата на федеральных каналах будет работать съемочная группа Владимира Иваницкого, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. За ходом соревнований можно будет следить на НВК «Саха», а также на телеканалах «Боец», «Матч» и «Спортивный». Якутский фильм «Джулур. Масс-рестлинг» впервые показали в Московском доме кино. Сила воли главного героя, его вера в лучшее, рвение к победе не оставили зрителей равнодушными. Фильму однозначно удалось перетянуть любовь москвичей на свою сторону. Отметим, что за первые 2 дня проката фильм собрал в кинотеатрах более 1 миллиона рублей. О кинопоказе в Москве подробнее Айсена Бурнашова. Начинающий масс-рестлер Джулур решается принять участие в крупном турнире. На кону больше, чем победа, судьба сестренки, семьи и отчего дома. Если вы хотите сохранить ваш дом, вам необходимо погасить всю сумму задолженности. Это единственный выход. По сценарию фильма призовой фонд чемпионата составляет 2 миллиона рублей. Турнир для парня – последний шанс на спасение. Но потеря близких и горечь поражений ведут с главным героем в неравный бой. Сможет ли рвение к победе и сила воли склонить чашу весов в сторону Джулура? Финал схватки уже известен московским зрителям. Все 2 часа, сколько он идет? 2 с лишним, да. Все время было очень комфортно смотреть. Этого я прямо скажем, не ожидал. Ну, вот слов нет. Так поражена была, так вот, сила победы, наплакалась, нарыдалась. Изумительная. Появилось желание перетянуть палку. Правда, действительно появилось желание, да. Но я думаю, я проиграю, конечно, всем, кому можно, но я думаю, когда-нибудь это можно сделать. Впервые за всю историю кино масс-рестлинг лег в основу художественного фильма. Съемки картины заняли 2 года. Почти год актеры тренировались. Так Гаврил Минкяров, как и его персонаж Джулур, реально гонял вес и набивал самые настоящие мозоли. А его напарник Ратмир Гарифуллин, сыгравший в фильме американца Дерека Мартинса, не сходил с помоста. Настолько занимательными оказались съемки. Когда я прибыл уже непосредственно в Якутск, я занимался с настоящим чемпионом мира, настоящим масс-рестлером, который показал мне все азы, тонкости и хитрости этого прекрасного вида спорта. В фильме герои умело бегают по доске, искусно применяют стойку или перехватывают палку именитым приемом ключ. Лента, как энциклопедия масс-рестлинга, собрала всю информацию об этом виде спорта. Реальная история и самого Джулура. Мы познакомились с человеком, его на самом деле зовут Джулур. И ему масс-рестлинг помог преодолеть свой недуг. Прообразом он стал для Романа Дорофеева, который исполнил роль Гоши. Фильм уже признан лучшей режиссерской работой на международном кинофестивале «От всей души», а игру Гаврила Минкярова оценил фестиваль «Алафейская гора». Насладиться игрой актеров и увидеть стремление масс-рестлера Джулура можно уже со 2 июня. Фильм в широком прокате охватит свыше 100 городов страны. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. И еще о спорте. Сборная Якутии готовится к чемпионату Дальнего Востока по боксу. До 12 июня продлится заключительный тренировочный этап к предстоящему домашнему чемпионату среди взрослых от 19 до 40 лет. Бойцы выступят в 13 весовых категориях. Соревнования пройдут с 13 по 17 июня в спорткомплексе «50 лет Победы» Якутска.
На сегодняшний день 44 спортсмена тренируются 3 раза в день. Окончательный отбор и имена участников чемпионата будут известны после спарринга 9 июня. Подготовка идет по плану. Я до этого с 15 по 31 мая был в городе Сочи. У нас был там учебно-тренировочный сбор вместе со сборной команды России. И 1 июня я прилетел в Якутск. И с сегодняшнего дня начал подготовку, уже последний этап к Дальнему Востоку. Волнений нету. Главное грамотно, хорошо подойти к соревнованиям. И главное отбоксировать, когда будет смотреть мой народ, вся Якутия. И с нетерпением жду своих боев. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных выходных.